Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 14 августа. Это у нас будет понедельник. Мы с вами смотрим все знаки зодиака по очереди, по 6 знаков в двух частях у меня будет. Это первая часть, знаки от Овнов до Дев. Первые у нас идут Овны. Смотрим Овны, 14 августа, понедельник. Так, Овны. Сразу же печаль выпадает. Первое событие, колодец. Деньги. Возможно, разочарование будет связано с финансами. Это может быть, не обязательно, как вариант. Сложный выбор и какая-то новость. Молния, новость, весы — это выбор. Конфликт тоже, вот смотрите, как вариант. Возможно, разочарование из-за конфликта, из-за скандала. Подарочек. И здесь нет. Значит, смотрите, я у вас нашла 6 событий. Первое событие — это разочарование, печаль. Событие, связанное с финансами, будет в понедельник. Новость какая-то, сложный выбор, скандал, спор, конфликт и подарок. То есть у вас такие есть хорошие события, да, то есть и есть плохие. 50 на 50 день. Вот такая вот информация, Овны, для вас. Ну, возможно, если вы избежите конфликта, да, то есть и не будет этого разочарования тогда. Благодарю за внимание. Перехожу к Тельцам. Так, Тельцы. Четырнадцатое августа. Понедельник, события дня. Луна, первое событие. Конфликт. Спор, конфликт. Слезы. Ключ. Все в ваших руках. Новость. Обман. Маска. Может быть, из-за этого конфликт. Гости. Чашка чая. Так, смотрим теперь, что у нас еще здесь. Корону нельзя.
Ну, здесь я не вижу совпадений. Получается, у вас в этот день событие, которое повторяется каждый месяц или имеет ну, какой-то цикл, да, через определенное количество дней может повторяться. Это по Луне у нас идет. Да, вот как Луна. Она или убывающая, да, или растущая, цикличная. Дальше конфликт, слезы, гости, открытые двери, возможности в этот день, новости и обман. То есть у вас, видите, тоже есть много хороших событий, но есть и несколько предупреждений о том, что может быть обман и конфликт в этот день. Благодарю за внимание, тельцы. Перехожу к близнецам. Близнецы. 14 августа. События дня для близнецов. Домик выпадает, первое событие. Это событие в доме, то есть какой-то праздник, мероприятие. Может быть, не у вас в доме, а в целом у кого-то из родственников в этот день. Нерешенный вопрос. Цепь. Что я не вижу. Больше ничего у вас. Так, есть по горизонтали дерево еще, приглашение. Есть ожидание, кораблик. Цветок нельзя. И здесь нет. Значит, смотрим, что получается. Первое событие – это какой-то праздник, мероприятие. Может быть, событие, связанное с вашим домом, с недвижимостью. Дальше, нерешенный вопрос. Так, а где у нас ножницы? Интересно. Ага, вот. Ну, в принципе, вопрос уже скоро решится. Видите, по периметру выпал. Да, поэтому скоро будет решен. Но в этот день нет. Ожидание. Вот. Надо будет еще немножко подождать. И приглашение куда-то тоже может быть в этот день. Ну, приглашение может быть на это событие. Кто-то из родственников наберет, да, то есть пригласит вас куда-то. Ну, вот такие события для вас. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к ракам. Раки, 14 августа, понедельник, события дня. Луна. Луна показывает событие, которое постоянно повторяется в вашей жизни. Вот оно может быть в понедельник у вас. Сердце нельзя. Гости. Чашка чая. Солнышко, радость.
исполнение желания, цветок, рыба, скользкое дело, интриги, хитрость, потом тут надо быть осторожными. И здесь нет. Значит, смотрите, у вас 4 события, да, были позитивные, хорошие, и надо было в конце, эта рыба выпала. Значит, смотрите, из хорошего события, которое повторяется, да, то есть имеет какой-то цикл, гости, хорошее настроение, радость, исполнение желания, и минус рыба. Ну, может быть, как вариант, да, то есть рыба может показывать, там какая-то вкусная рыба будет в этот день. Так тоже иногда события, да, вот проигрываются в лоб, показывают нам. Ну, на всякий случай имейте в виду, что кто-то может в этот день хитрить, юлить вокруг, да, то есть пытаться вас поймать в свои сети. Благодарю за внимание, раки. Перехожу я ко львам. Львы. Четырнадцатое августа. Львы, понедельник. Любовь. Кораблик нельзя. Будильник выпадает, второе событие. Предупреждает о том, что вам нужно правильно распределять время в этот день, чтобы никуда не спешить, не опаздывать. Ключ, открытые двери, возможности, все в ваших руках, да, то есть вот все будет зависеть от вас. Змея, общение с человеком, который будет пытаться вас как-то вот ужалить, ущипнуть, сказать что-то неприятное, съязвить, да, вот особенно если опоздаете, обязательно это подметит. Радость, дорогу нельзя. Исполнение желания. Гости. Вот так, лебедя нельзя. Сейчас я еще проверяю, что по периметру здесь есть. Мешок нельзя. Угу. Так, и здесь нет. Значит, смотрите, смотрим. У вас, получается, все хорошо будет в личной жизни в этот день. Гости, хорошее настроение, исполнение желания, открытые двери. Это прям вот все шикарно. И 2 предупреждения. Общение со змеей будет, и, возможно, вы куда-то можете спешить, опаздывать в этот день. То есть, если правильно все распределить, то, в принципе, этого события можно избежать. Так что вот такой вот день у вас, львы. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Девы. Четырнадцатое августа, события дня, понедельник. Для дев покажите мне, что у них будет. Сразу же первое событие — казенный дом.
Это посещение госучреждения. Может быть не посещение, может быть звонок. Иногда проигрывается к нам, допустим, приходят, да, что-то проверять, там свет, газ. Удача. Прибыль. Может быть, в банк пойдете, да, деньги забирать. Ожидание. И друг рядом выпадает. Ожидание, друг. Общение с друзьями. Деловая встреча. И якорь. Угу. Якорь тоже показывает, что где-то ваш кораблик, да, вот, становится на якорь, и вы прям проводите много времени, долго. Возможно, с друзьями, возможно, на встрече стоите рядом события. Выпали, сложно сказать. Ну, точно минимум несколько часов проведете в одном месте. А то, может быть, и вообще весь вечер. Так, а здесь нет. Значит, смотрим. В этот день будет какое-то взаимодействие с госучреждением. Дальше будет финансовые поступления, будут удача на вашей стороне, общение с друзьями, встреча, ожидание. И якорь так как бы подтверждает корабль, говорит, да, ожидание будет долгим, или эта встреча, общение будет долгим. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание, девы. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку, как обычно, оставляю для вас внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.